Добрый вечер пятницы. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В столице республики задержан мужчина, который хотел отобрать телефон у 12-летней девочки. Мужчина 1979 года рождения, находясь возле дома номер 1/8 по улице Бестужева-Марлинского города Якутска, действие открыто с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, пытался отобрать у несовершеннолетний 2006 года рождения сотовый телефон. Преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца ввиду активного сопротивления потерпевшей и вмешательства в его действия, проходящее мимо мужчины. Подозреваемый задержан в соответствии со статьями 91-92 УПК РФ. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец поселка Таммот Алданского района Якутии. И 22 ноября 2018 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжаем республиканские блоки и очередной случай мошенничества и опять в Нерюнгри. На этот раз жертвой стала 34-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что опубликовала в интернете объявление о продаже шкафа. На следующий день ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником комиссионного магазина в городе Нерюнгри. Он сказал, что хочет приобрести шкаф и отправит ей 1000 рублей в качестве предоплаты. Мужчина попросил ее назвать номер банковской карты, а также код, расположенный на обратной стороне. Женщина заподозрила что-то неладное только после того, как сообщила запрашиваемые данные. Затем она сразу прекратила разговор с незнакомцем, но к тому моменту с ее счета уже были похищены 34 тысячи рублей. Еще раз призываем уважаемых зрителей к бдительности. В Мирнинском районе предприятие самовольно заняло лесной участок. Как сообщает Минэкологии Якутии, факт был выявлен в ходе рейда. Предприятие разместило на территории базу для техники, жилые рабочие вагончики без договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов. Общество привлекли к административной ответственности. С него взыскан штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, планируют взыскать сумму ущерба, причиненного лесам. В Минэкологии добавили, что предприятие пыталось обжаловать постановление в судебных инстанциях, однако безрезультативно. В Алекминском районе 20-летний молодой человек проник в дом бывшего работодателя и похитил 180 тысяч рублей из сейфа. Полицейские выяснили, что подозреваемый ранее работал у индивидуального предпринимателя и знал пароль от сейфа, так как принимал активное участие в предпринимательской деятельности и пользовался доверием. Он свободно проник в дом, потому что входная дверь была не заперта. Дома никого не было, и парень просто похитил деньги, после чего ушел. Средства злоумышленник успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье кража. На днях судебные приставы-исполнители Устьянского района провели розыск машины должника. 37-летний должник, уроженец Чеченской Республики, работает водителем в частном предприятии и временно проживает в поселке Усть-Куйга. Машина была арестована. Транспортное средство предварительно оценено на сумму 635 тысяч рублей. В столице республики участились случаи наездов на пешеходов. Только на сегодняшний день зафиксировано 10 фактов наездов на людей. Если смотреть статистику ДТП за 10 месяцев этого года, на территории Якутска и его пригородов зарегистрировано 426 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при которых погибло 16 человек и ранено 525. С участием детей за 10 месяцев произошло 70 ДТП, в которых погиб один ребенок и ранено 80 детей. Из них 50%, а именно 35 детей, являлись пешеходами, которые получили различные травмы. Стоит отметить, что наезды на пешеходов происходят не только на пешеходных переходах, где в основном виноватыми являются, естественно, водители автомашин, но и сами пешеходы, нарушая правила дорожного движения, перебегая в неположенном для этого месте, попадают под колеса транспортных средств. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Ну а пешим участникам дорожного движения следует переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом обязательно убедиться в отсутствии опасности. Ну а в условиях недостаточной видимости и в темное время суток лучше обозначать себя светоотражающими элементами. Согласно правилам дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулированному пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
А пешеходам, в свою очередь, могут выходить на проезжую часть после того, как они оценят расстояние до приближающегося транспортного средства, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен. К федеральной повестке в Ханты-Мансийском автономном округе следователи устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего ребенка и исчезновения 3 жителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жители одного из сел, это супружеская пара, их родственница и 4-летний ребенок, отправились на снегоходе на стойбище. Однако до места назначения семья не доехала. В дальнейшем в 6 километрах от села на реке была замечена полынья, при обследовании которой водолазы обнаружили и подняли из водоема снегоход, а также нарты с телом ребенка. Поиски пропавших продолжаются. Вот, да, вот прям. Вот. Веревка. Да. Давай, нет, давай. Все толпой хватайтесь. Мы не поехали. Куда его? Международным новостям американский миссионер-энтузиаст погиб на Адаманских островах. Его убили члены местного племени, собирателей и охотников. Власти арестовали нескольких рыбаков, которые предположительно помогли проповеднику попасть на острова. Рассказывает Сергей Верец. Аборигены северного Сентинельского острова в Индийском океане убили миссионера из Соединенных Штатов. 26-летний Джон Аллен Чо неоднократно бывал на Андаманском архипелаге и пытался обратить местных жителей в христианство. Остров населен племенем собирателей и охотников, для которых еще не наступил каменный век. Родные проповедника написали, что прощают убийц и просят власти не наказывать их. По словам начальника полиции Андаманских островов и Никобара Дипендры Патака, в отношении неустановленных лиц возбуждено дело об убийстве. Задержаны несколько рыбаков, помогавших Чу попасть на остров. Один из них с большого расстояния видел, как он полагает, тело жертвы. Обитатели Сентинельского острова живут в изоляции более 50 тысяч лет. Они никого не подпускают к себе и не так давно осыпали градом стрел индийский вертолет. Луки и стрелы, по мнению полиции, стали орудиями убийства миссионера. На этом пока все. Хороших выходных без чрезвычайных происшествий и берегите себя.